Эффективно передать навыки и адаптировать новобранца в новых для него условиях. Задача сложнее, чем кажется. Около 100 участников регионального форума решает ее сообща на 4 дискуссионных площадках. Профориентация, наставничество в повышении финансовой грамотности в социальной сфере и на производстве. Последнее самое массовое. У каждого предприятия свои корпоративные методы. Если в начале, может быть, там в 90-х годах это было больше наставничество рабочих, да, то есть рабочие высокой квалификации обучали на местах рабочих, когда осваивали какие-то профессии, там, я не знаю, новые технологии и так далее, то сегодня наставничество, этот процесс распространяется и на руководителей. То есть мы вообще продвигаем идею того, что каждый руководитель должен быть наставником в своем подразделении. А в угольной компании «Наставник» – гарант безопасности. Свой куратор есть у каждого новичка, даже если сотрудник решил поменять профессию уже на предприятии. Сейчас и самих наставников обучают, и даже деньги за это платят, потому что горнякам ошибаться нельзя. Геннадий Русенков стал наставником в 2000-м и выпустил во взрослую жизнь 17 подопечных. Некоторые и сейчас работают вместе с ним. Своего сенсея шахтер тоже вспоминает добрым словом. 1987 год. Далекие времена. Таглямов Борис был моим наставником. Это такой взрослый дядька, которого уважал коллектив. И, в принципе, он нас как детей. У него было 3 ученика сразу. И мы как... Он как наседка, а мы как плох-плох, да, за ним. Но он нас не давал никогда в обиду. И потом, впоследствии, мы вот превзошли его, потому что у него была профессия чуть ниже. По словам организаторов, подобные встречи помогут создать широкомасштабные движения наставников в различных сферах – производственной и предпринимательской среде, образовательных и социальных проектах, где обмениваться опытом нужно постоянно. Региональный форум тоже должен стать регулярным событием. У нас многие молодые ребята, даже успешные профессионалы, даже победители WorldSkills Russia, не находя достойной поддержки на предприятии, могут не только из-за того, что они не получают каких-то социальных гарантий, у них низкая заработная плата, а просто из-за того, что им не очень комфортно работать, потерять это место работы, не быть полезными в нашей экономике и, даже более того, я хочу сказать, покинуть республику не только и не столько из-за плохого климата или из-за материальных гарантий, но из-за того, что им не созданы соответствующие условия адаптации на рабочем месте. В прошлом году Владимир Путин утвердил знак отличия за наставничество. Высокой федеральной награды уже удостоены лучшие наставники молодежи в самых разных областях. Татьяна Супряткина, Таисия Жакова, Иван Богомолов, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.